Родился Николай Попов в бедной семье. Рано остался без отца. Мать одна воспитывала 5 сыновей. Как сложилась их судьба? 5 сыновей, причем сыновья-то были непростые. 5 братьев и 3 глухонемых. Потом позже бабушка очень боялась, что ее дети будут тоже глухонемые. И правда, что одна дочка родилась без неба, говорить не могла, и потом ей операцию делали. Ну так вот, 5 сыновей, 3 глухонемых. Отец умер рано, утонул. И бабушка, я не представляю, как это ей удалось, она всем дала образование, крестьянка простая. Она глухонемых сыновей выучила сапожному мастерству, видимо, к сапожнику отдавала, да? Значит, нашему дедушке Николаю Павловичу Попову она дала замечательное образование. Это церковно-приходская школа, потом высшее начальное училище, которое было вот тут, вот в этом здании. Потом дедушка, видимо, он умный был, раз вот так вот пошел. Потом он поступил в учительскую семинарию в Сысольском. А потом уже революция. Вот, значит, про братьев. И еще брат у дедушки Степан. Его звали Степан Павлович. Он был, как дедушка, такой же развитый. Я видела у деда в библиотеке книги с эксклибрисом Стефана Попова. Эксклибрис-то был тоже непростой, там были земляничные листья, очень красивые. Значит, и там написано из книг Стефана Попова. Почему же я его не знаю? А потому что он рано умер. Он умер еще не было 20, или вот за 20 чуть-чуть. И, конечно, я его не знала, и уже и не говорил никто о нем. С этими глухонемыми братьями тоже все получилось непросто. Один умер от крупозного воспаления легких, тоже вот было чуть за 20. Другой умер, припадок у него был. Вот так прямо в свидетельстве написано припадок, а какой, не знаю. То же самое, он умер рано. И дядя Петя, он очень хороший сапожник, когда дедушку посадили, он помогал семье. Он попал под машину в 46-м году, декабрь 46-го года. То есть 50-60 годы был только, остался один Жугаль, Николай Павлович Жугаль. А 2 других братьев как звали еще? Других Иван Павлович, дальше вот Стефан и Пантелеймон. Вот эти братья. К сожалению, ни фотографий нет, ни таких вот воспоминаний. Просто что вот бабушка их воспитала, дала образование. На вашей странице в социальной сети читаем: «Пишу книгу о детях репрессированного Жугаля. Как им сладко жилось». Много уже написано. Как будет называться эта книга? Вы понимаете, что сладко взято в кавычки, да? Потому что жилось им очень тяжело. Практически книга уже написана, я просто сейчас как наращиваю ее. Схема уже есть, все там уже есть, просто где-то что-то добавить. Язык, конечно, над языком работаешь. Детям жилось тяжело. Я вот про маму, мама мне рассказывала, да? Когда дедушку посадили, ей было 5 лет. Он же сидел долго, вот она уже в школе, она уже учится в школе, а учится отлично. Но всем дают, скажем, к октябрю, к празднику октября подарки. Предположим, учительница всем раздает тетрадки, а моя мама пишет на газетах. И вот проходит учительница мимо парты мамы, и мимо проходит, ей тетрадки нет. И потом, когда мама поднимает руки и спрашивает руку, мне тетрадку, а ей говорят, а уже ничего не осталось. Или, скажем, вот в чернильнице у нее закончились чернила, ее сажали все время одну. На парту одну, она садится с подружкой, у нее была подружка Сталина, Прудно. А ей говорят, отсаживайся, Сталине, а ты сиди одна. И вот у нее кончились чернила. Учительница не подливает ей чернила. И когда вот уже стали дежурить дети,
девочки, она училась, конечно, в женской школе, тогда уже дети-то подливали, дети-то были добрее учительницы. И вот так всюду, то есть вот репрессии к детям уже даже применялись. Одна, что ее сестра, ну вот это все у меня в книге будет, конечно, Лида, ну вот зовут уже обедать, Лиды нет. Старшая сестра, иди позови Лиду. Мама моя бежит, мама моя Рита, Маргарита, ее звали Марга, когда дети сердились, Марга, иди посмотри, где Лида, чего она там застряла. А ели-то из одной чашки, значит, надо, чтобы все вместе начать. Ну и вот мама бегает, ищет, дом большой, но дома нету, на улицу выбегает, нету, нигде нету. Догадались подняться на чердак. А там висит Лида. Она повесилась. Еле спасли Женька, вот эта вот старшая сестра. Спасли, маме ничего не сказали. Почему она решила на такую покончить жизнь с самоубийством? Не приняли в комсомол. У тебя отец враг народа, ты не имеешь права быть в комсомоле. То есть вот такая вот сладкая жизнь. Ну, были, конечно, у них там какие-то свои детские радости, да, но общий тон, вот это было. И папа враг народа, ты не имеешь права ничего учить. У директора еще, когда награждает всех там отличниц, и когда говорили там кто-то, а почему вот такой-то девочке нет подарка, а какой-то, там же не одни наши девочки, дети врагов народа, ну немного было у нас, немного. И она говорит, это директор, тоже у меня в книге есть, а пусть они радуются, что товарищ Сталин разрешил им учиться в советской школе, но подарков они не дождутся. Ишь, подарков захотели. Вот. Ну и потом, даже если бы не было вот этого обстоятельства, что дедушка враг народа, конечно, детство было не сладкое, потому что шла война. Вот. Голод, холод, ну и так далее. Это воспоминания в основном вашей мамы или... Это воспоминания мамы и тети Жени. Тетя Женя моя, ей 95 лет. И вот я где-то года 3 назад, вот знаете, мы сильны слабым, задним умом, да, и вот мама-то мне рассказывала, и вроде немало, но сейчас думаешь, вот то не знаю, что спросить, то спросить, почему не спрашивала? И потом мама у меня года два назад умерла, и я, конечно, поумнела, как мы все сразу умнеем, да, и я побежала к тете Жене и стала расспрашивать тетю Женю. И вот я с ней, это тетя Женя, которая, бабушку уже прогнали с работы, вот тетя Женя 15 лет работать пошла, она вот помогла этой семье выжить. Вот она мне много рассказывала. Из дочерей Жугуля она одна осталась живой, да? Да, ну уже 95 лет уже, слава Богу. Придумали уже название вашей книги? Я думаю, что, я не знаю, может еще не окончательно, но я думаю, что будет называться «Папа не враг». Папа не враг. А там уже можно развивать. Вот. Из рассказа «Сено солома» читаем. После ареста деда бабушку уволили из библиотеки, где она могла между книжных страниц подсунуть что-нибудь вражеское. Расскажите немного о своей бабушке. Бабушка Мария Николаевна. Вот, если ваша камера возьмет, вот тут вот бабушка и дедушка. Я снимала это в очень солнечный день мая. Цвела сирень. Вот она видна за сирень. И дедушка и бабушка вышли во двор. Бабушка занималась цветами. Дедушка, наверное, парник строил огуречный свой. Она была строгой. Вот у нас северные женщины, они строгие, вот как финки. Она никогда не кричала. Но она могла тебе прочитать лекцию. Вот. И у нас было такое правило у всех детей, у всех внуков.
мы всегда спрашивали, вот скажем, огород у них большой, малина растет. Бабушка, можно малиник сходить? Можно. Бабушка, можно пощипать гороха? Можно. Она никогда не запрещала, но спросить надо было. Всегда спросить надо было. Вот. Очень любила, когда бабушка стряпает. Я у них ночевала, конечно, было такое. И вот с утра чувствуешь запах такой, бежишь к бабушке, она из печки вытаскивает вот эти противни, и на них плюшки. Она в основном любила стряпать плюшки, такие фигуристые. И вот у тебя задание. Масло бабушка тебе дает, перышко, и ты все это маслом смазываешь. Есть нельзя пока, нет. Когда все готово, уже дедушка выходит, и пьем чай, завтракаем все. А когда гости собирались, бабушка была мастерица печь рыбники. Рыбники, ой, какие вкусные корочки-то были. Рыба была всегда. Дедушка рыбак. Он приносил щук, и вот мы ели рыбники. Большая семья за столом собиралась. Семья большая, правда. У них было 4 дочек и вот сын, 5 детей, еще сколько внуков. Вот рассаживались все и пили чай. Вот. Ну что, она научила мыть пол меня, потому что надо было мыть пол не на коленках, а вот надо было согнуться и под кроватью вымыть, и везде вымыть. И очень любила я крутить машинку. Она шьет, была машинка Зингер. Вот, и я очень любила крутить ручку. Бабушка, ну дай покручу. Дает покрутить немножко. Потом куда-то уходит, а я, и, значит, дорвалась эту ручку, кручу. Ну, конечно, что-то и напутала. Так, мы жили с бабушкой. Очень любила я сидеть с бабушкой у печки. Вот уже вечер, зимний вечер, тихо, тишина такая, дверцу откроем печки, а там угольки, уже маленькие уголечки, алые уголечки и синие язычки. И вот сидишь, бабушка на скамеечке, а ты на полу, еще кот рядом. Ой, кот что-то рассказывает, вот мы с бабушкой просто смотрим. Вот. Я бы не сказала, что бабушка была сильно разговорчивая. Нет, ну спросишь, скажет. И вот потом я уже, когда выросла, конечно, я стала спрашивать о дедушке, что такое репрессии, как он сидел. Потому что мама, она такая партизанка, она говорит, дедушка у нас сидел в тюрьме. Как сидел? Да. А за что? Да не за что. Ну так не бывает, мама. Как это он ни за что? Бывает. И все, что там она скажет, да. Вот, еще скажет 58-я статья. Все. Может быть, она боялась, что говорить до сих пор нельзя. А тогда бы и нельзя было. Да, и прочитать нигде нельзя было. Я еще думала, где это, что это такое 58-я статья? Нет. А бабушке-то я поспрашивала. Бабушка-то мне порассказывала. В книге это есть. Как издевались над ними, как дедушка рассказывал. И что вот и физические были. И все ужасно было, ужасно. И как она, когда ей сказали, что он умер, как она пошла на могилу несуществующую, не было тогда еще. Женя сказала, Женя ее увела от этой могилы. Это не он, мама, это не он, не чувствую, мамочка, пойдем. Правда, это был не он. Ой, они очень сильно страдали вот из-за этого дела, из-за репрессий. Это ужасное время, сталинское. Это какие-то НКВДшники, какие-то вообще фантасты. Когда они не верили, а заставляли там людей поверить, что человек, который живет здесь, в Сыктывкаре, роет тоннель до Германии. И чего это? Они что, свихнутые? Это они все были психи, их надо было всех дома, а их, значит, на эту службу, тут у нас дома стоят на Советской, красивые, хорошие, с хорошими квартирами, а это давали НКВДшникам. Вот, и они так издевались над людьми. Значит, вот, и человек себя оговаривал, да, я рыл тоннель. Об этом, конечно, вам дедушка не рассказывал. А о чем он рассказывал вам, своим внукам? Вот это бабушка рассказывала, дедушка не рассказывал мне об этом ничего. Это было вообще даже, вот не то, что от внуки, а вот у тети Женя спрашивала, дочка, она говорит, он ничего не, он не хотел вспоминать.
А что рассказывал, мы очень, так он же потом, когда революция случилась, он, конечно, за революцию был, и он попал на фронт, против Колчака он воевал. И он рассказывал, я была, не помню, кто-то еще был, и он говорит, вот передо мной мальчишка белогвардеец упал. И кричит, дяденька, не убивайте меня, не убивайте. А самому-то дяденьке 18 лет. Вот этому дедушке ты тоже. И я боюсь спросить, а вот дедушка-то как, опустил саблю или нет на этого мальчишку? А потом рассказываю мужу, а муж говорит, если он тебе это рассказывал, нет, он его не убил. Вот. А так он нет, а потом, знаете, я была такая робкая, была такая стеснительная, я уже рассказы пишу. Но нет, чтобы дедушке показать. Дедушка как получается? Да боялась, стеснялась, так и ничего не показала. А потом мне уже бабушка рассказывала, и тетя Эля рассказывала, моя тетя, которую мы все звали не тетя, а просто Эля, она говорит, вот ты говоришь, что дедушка суровый, вот ты говоришь, что дедушка на тебя внимания не обращал, а вот ты не знаешь, что дедушка специальную папку тебе организовал, написала Лена Габова, и все твои заметки газетные, ты еще в школе я писала заметки, он все твои газетные заметки в эту папку складывал. И бабушке говорил, на Лену обратите внимание, у нее есть способности. А не чтобы дедушке мне сказать это. Вот мы оба как-то вот скрытничали. В классе 7 вы узнали, что ваш дедушка был писателем. А помните ли вы, какое произведение вашего деда вы прочитали первым? Какие у вас были тогда ощущения и впечатления от этого рассказа? Ну, моя беда в том, что я коми язык-то знаю плохо. Почему? Опять же, дедушка сидел, он прекрасно знал коми язык. Но так как он вот 15 лет провел вдали от семьи, и дети его знают. Но дети знают, но все-таки тоже не важно. И я тоже язык знаю, не важно. А мама с отцом уже по коми не говорили, потому что дедушку уже тоже, ему инкриминировали, что он националист. 58-я статья, там все входит. И что ты бдительность потерял, и что у тебя антипартийная пропаганда, вот, и что ты националист, все вместе. Может, они боялись, что меня тоже националистом будут называть, и отец с мамой говорили по коми только секреты свои. Но я, конечно, прочитала в подстрочнике его пьесу «Кто виноват», и там мне, знаете что, конечно, там конъюнктура своего требовала, и там богатые плохие, а бедные хорошие. Это можно быть сказать это как отрицание сейчас, да? Но вот любовь-то в пьесе была настоящей, и написано было очень хорошо. И вот я помню, вот этот сон с пьесы идет свет. А потом я прочитала уже на коми языке Настя. И это рассказ о женщине с неудавшейся судьбой. И вот мне хочется очень ее перевести, хочется. И я, может быть, это сделаю. Потом рассказ о Костра. И тоже вот судьба, они встретились, человек сидит у костра, видим рыбак, и просто подошел человек. И тоже разговорились, а жизнь-то тяжелая. Тяжелая вот у этого путника, который подошел к костру. Вот, и я понимаю, что времени мне уже, может, не очень много, и времени мне потребуется много перевести. То есть вот если я именно переводила без подсрочника 1,5 года, да, это уже много, то дедушку, у него повесть такая короткая, Настя, но хочется мне, может быть, я возьму за это, но я не обещаю. Вот. Чем вы похожи на своего деда? Да ничем не похоже. Ничем не похоже. Бороды нет. А так, может быть, борода была бы. Нет, я и внешне не похожа. Вот мама у меня похожа на дедушку, очень похожа внешне. Фотографии, если посмотреть, мама похожа. Но на мою маму похожа сестренка. А я похожа на отца. Может, черты характера какие-то унаследовали? Черты характера. Может, замкнутость.
Дедушка был замкнутый. Вот он, когда гости приходили, его друзья, да, тогда он разговаривал, да, они там вспоминали что-то. Кстати, у него Савин был самый ближайший друг. Вот я не вижу там такого нигде, да, что они разговаривали. А бабушка у меня, вот тут видно, что пальма, а бабушка вырастила ее из финиковой косточки. У нее много было цветов, и все она из южных косточек вырастила. И вот в этой комнате они сидят и разговаривают. Еще и, а если были гости, они любили петь «Вечерний звон». Это дедушкина любимая песня «Вечерний звон». У вас еще другие фотографии, может, тоже покажете нам? Да, вот я мало взяла. Это здесь мы сидим, бабушка с внуком Олегом, я с дедушкой, мне здесь 8 лет, внизу моя сестра Наташа. Вот это как раз большая комната, где гостей вообще принимали под пальмой. Это фотография, я ее очень люблю, потому что это я сама сделала сменой. Фотоаппарат смена. В 10 классе я училась, был такой солнечный день мая, цвела сирень, очень буйно цвела сирень. Бабушка с дедушкой вышли во двор, бабушка занималась цветами, дедушка парниками, и вот я их сфотографировала. Вот. И еще одна фотография, дедушка в санатории, санатория Карасан, да, Карасан, это в Крыму. Дедушка здесь на берегу реки, и я вот его не помню таким большим, крупным, потому что я уже его видела худенького, маленький, ну, маленький как бы, нет, конечно, но худенький. А здесь он большой, спортсмен такой, качок. И землячество в Коми. Вот они собрались все из Коми и сфотографировались. Такие интересные моды, такие интересные платья. Ну и вот ребята-то все, дедушка с ремнем, косоворотки. Ну, мне тоже это нравится, фотографии. Ну, не фотографий, немного. А в семье у вас много фотографий хранится, где ваш дедушка? Да вот как раз, ну есть, но немного. Я вот много в музей дала, просто по электронной почте. Наверное, то, что у нас было дедушкино, в музее все есть. Ну, может быть, там еще десяток-то еще, конечно, сохранился. Уже когда мы все вместе фотографировались, с семьей большой. Там, конечно, много дедушки. Может, предметы какие-то храните в память о дедушке? Предметы. У меня дома подсвечник есть из их дома. Вот. Дело в том, что у нас был пожар. Вот, кстати, в школе мне однажды мне надо было школьнице посмотреть иностранное слово. Иностранное слово, у нас не было иностранного словаря, я пошла к дедушке словаря иностранных слов. Он толстый, старинный, 1800 какого-то года, такая кожа пупырчатая, свиная, наверное, темная. Очень интересный словарь, желтый. И я взяла, посмотрела слово, и из этого словаря выпал листочек, тоненький, старый. Я читаю и понимаю, что это письмо деда. А ведь когда он отсидел в лагере, 8 лет дали ему, он отсидел в лагере на Яриге, его освободили, он в Яриге остался, работать не разрешали, выезжать никуда. И там же в Яриге его арестовали снова, без объявления причины, и послали на вечное поселение в Сибирь. И я читаю, я понимаю, что это письмо деда из Сибири. И он пишет, что он не голодает, что он живет хорошо, что он живет на пасеке. Но такая тоска от этого письма веет. Вот пишет человек, который знает, что он никогда не увидит семью, не обнимет детей. Я, как хорошая пионерка, послушная, беру этот листочек, опять кладу эту книжку, никому не говорю, не ругать будут. Как это я взяла письмо, прочитала чужое? Нельзя? Положила в словарь опять, и словарь на место. Но почему я его не взяла? Пожар все взяла, огонь все взял. У дедушки на чердаке были все номера Войвы Кочула, все номера Ухдема, все номера вот Вырылыч, да, все старые Югтуй. Он же редактором был этих журналов, газеты. Все было там у него, как в самой лучшей библиотеке на чердаке.
Очень рада. Вот. Спасибо большое, Елена Васильевна, за добрые воспоминания. Да, и вам спасибо.